пресс-служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. Дан старт осеннему призыву. Сроки кампании по-прежнему неизменны с 1 октября по 31 декабря. В этом году ряды вооруженных сил пополнят более 150 тысяч человек. Из Северной Осетии намерены призвать 1500 солдат-срочников. Во Владикавказе прошел семинар, посвященный социализации детей в системе общего образования. Главная тема – адаптация школьников с ограниченными возможностями. В рамках лекции педагоги изучили методы работы, которые помогают успешному развитию ребенка. В этом году театральный сезон Русский драматический театр откроет спектаклем «Похороните меня за плинтусом». В ближайшие выходные владикавказский зритель сможет насладиться постановкой по повести Павла Санаева. Режиссер, художественный руководитель Московского театра у Никитинских ворот Марк Розовский. Нашему корреспонденту удалось попасть на генеральную репетицию. Эти и другие темы далее подробно. 1 октября по всей стране началась осенняя призывная кампания. Уже сегодня новобранцы проходят медицинский осмотр, после чего их распределят в различные войска. Солдаты-срочники будут служить в частях вооруженных сил, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Западным военным округом. Сами же военнообязанные предпочитают отправиться в спортивные или научные роты. В Республиканском военкоме отмечают, что с каждым призывом количество новобранцев растет. Статистика показывает, что за последние 2 года их стало в 2 раза больше. Вместо 350 человек сейчас их 1500. А вот уклонистов от военной обязанности меньше в разы. Уклонистов или тех людей, которые не являются на призывную кампанию, минимизировалось. Есть, остаются такие люди, у каждого человека свои задачи, свои видения, свои обстоятельства, семейные, личностные и так далее. Есть, но их уже минимально. Это вот что касается по количеству людей, которых приходит или уклоняется от прохождения службы. Что касается по состоянию граждан, которые проходят сейчас молодежь комиссии, раньше состояние здоровья, те категории, по которым нельзя было призывать в ряды вооруженных сил, количество было больше. Сейчас они методично, планомерно уменьшаются. С 2007 года в Северной Осетии ежегодно проводится семинар, посвященный социализации детей в системе общего образования. В этом году в нем приняли участие руководители образовательных учреждений, специалисты профильных управлений местных администраций. Модели социализации детей самые разнообразные, в том числе и за пределами республики реализуются и в наших школах, и в системе дополнительного образования. Что значит успешная социализация? Когда детям комфортно друг с другом, когда дети умеют общаться друг с другом, умеют общаться со взрослыми, умеют быстро и успешно входить в те жизненные ситуации, проблемы, которые существуют. Для нынешней системы, нашей системы, это очень актуально. У нас в республике мы самое большое значение придаем именно тому, насколько детям будут успешно себя чувствовать вне стен дома. Проводят семинар специалисты Института проблем образовательной политики «Эврика». Одна из основных тем – социализация детей с ограниченными возможностями. На семинаре говорили о подготовке педагогов для работы с такими детьми. Одна из проблем, которую мы для себя обнаружили, что дети с ограниченными возможностями здоровья очень, в большей степени, они обучаются в таком замкнутом пространстве, то есть в тех организациях образовательных, где они получают еще какие-то другие услуги медицины и так далее. И там же они обучаются, что в принципе закрывает сферу их общения и для успешной социализации, конечно, это большой минус. В рамках лекции изучили методы работы, которые помогают успешному развитию ребенка. Социализация – это овладение знаниями, умениями, навыками, нормами, ценностями. Вот все, что связано с вхождением человека в культуру. По словам московских специалистов, для младенцев важнее эмоциональное общение, а для детей дошкольного возраста – игры. В каждый отдельный период у ребенка развиваются определенные навыки и ощущения, поэтому для успешной социализации необходимо соблюдать возрастные потребности. Сабина Алборова, Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Знаменитый московский режиссер Марк Розовский приехал во Владикавказ. Совместно с артистами Русского академического театра он ставит нашумевшую повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Этот спектакль уже год идет на сцене театра у Никитских ворот в Москве и собирает полный аншлаг. Новый театральный сезон в Северной Осетии откроется именно этой постановкой. В нашем спектакле
царит неистовая любовь бабушки к маленькому сыну. Но эта неистовая любовь, она приводит к тому, что мальчик оказывается не только в безотцовщине, но и без матери, он лишен материнства, материнской ласки, общения с матерью. И это вот определяет конфликт. Очень узнаваемый, кстати, конфликт. Да и характеры все, которые там выписаны, они очень узнаваемы. Это та самая правда жизни, от которой нам не уйти. Повесть «Похороните меня за плинтусом» переведена на многие языки мира. Ее ставили в нескольких театрах страны. По сценарию сняли и фильм. В отличие от знаменитой экранизации, в работе Марка Розовского есть самобытный юмор. Спектакль рассчитан на зрителей любого возраста. Эта повесть, как кривое зеркало, отражает реальность нашего быта. Меня зовут Савельев Саша. Я пишу сценарий воспоминания о своем детстве. Я люблю кино. И в кино, конечно, мою роль будет играть маленький мальчик. А сейчас я прошу вас, поверьте мне, что я учусь во 2 классе и живу у бабушки с дедушкой. Режиссер делает акцент на чувствах ребенка, который понимает гораздо больше, чем кажется взрослым. Слаженная работа Розовского и коллектива Русского театра привела к новой творческой идее – обмену основного состава в спектакле между Владикавказом и Москвой. Билеты на спектакль разошлись в считанные дни. Как воплотили североостинские артисты сюжет Марка Розовского, зрители смогут увидеть 4 октября, в день официального открытия театрального сезона. Залина Губурова, Наталья Алексеева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Во Владикавказе открыли мемориальную доску выдающемуся педагогу Владимиру Дегоеву. Во дворе 38-й школы сегодня собрались его друзья, коллеги и ученики. Педагогическому делу Дегоев посвятил более 30 лет жизни. Он гений, он целая эпоха. И я на основании его преемницы могу сказать от имени всего нашего большого и дружного коллектива, что мы горды тем, что работали под началом такого выдающегося педагога, как Владимир Михайлович Дегоев. Светлая ему память. Любимого учителя, бессменного директора не стало 5 лет назад. Несколько поколений выдающихся выпускников и высокопрофессиональных педагогов оставил после себя академик. Тем, кому не посчастливилось лично поучиться у Владимира Дегоева, сегодня показали кадры из документального фильма о его жизни. Мемориальная доска работы Михаила Цбоева теперь будет украшать фасад школы. Друзья уверены, память о заслуженном учителе должна жить вечно. Тамила Хамицаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.